Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах к этому часу. На тушение пожаров в Кобейском Улусе направят дополнительные силы. Сколько пожаров действует в районе? Ковид-фри зоны в ресторанах Якутска отменены. Все заведения отныне работают в едином режиме, а среди медработников началась ревакцинация. Якутский ботанический сад более полувека радует жителей и гостей столицы. Главная жемчужина летнего сезона – лилейный цветник, спрятанный от посторонних глаз. На тушение пожаров в Кобейском районе направят дополнительные силы. Об этом во время рабочей поездки в Улус сообщил глава Якутии Айсан Николаев. Сегодня в Кобейском районе действует 8 лесных пожаров. Самая сложная ситуация складывается на территории Ситинского наслега. Там 5 возгораний. Также соединились несколько пожаров под номерами 47, 48 и 29, пришедшие из Горного района. На тушении работают 45 человек, в их числе местные жители, сотрудники авиалесоохраны, а также пожарные десантники. Сейчас мы сюда перебрасываем дополнительные лесопожарные формирования. Сейчас здесь уже и тюменцы работают из Амурской области, с Тувы на разных пожарах. Идет подготовка минерализованных полос, опашка и, конечно, встречный отжиг, как наиболее действенный способ остановить эти пожары. Поэтому в ближайшие недели мы будем здесь группировку усиливать для того, чтобы, во-первых, не допустить угрозы населенным пунктам, ну и, во-вторых, конечно, здесь, в частности, по Ситте, у нас большие планы по сенокосу с учетом засухи этого года в республике. И, конечно, нам и сенокосные угодья здесь надо тоже защищать. Добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами посетил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, пообщался с активистами и ознакомился с их планом дальнейшей работы. Напомним, добровольческий штаб был организован в середине июля. С этого времени общественная организация собрала более 6 миллионов рублей для фонда пострадавших от лесных пожаров, а также отправила 372 добровольца в разные улусы для борьбы с огнем. Штаб, помимо этого, ведет сбор продуктов питания, медикаментов, специальной одежды и инвентаря, необходимых для тушения природных пожаров. Штаб очень работает продуктивно, люди поддерживают движение штаба. И самое главное, реальную помощь получают те люди, которые работают на тушениях пожара. Все добровольцы, мы видим, что они приходят, записываются и идут на край в тяжелом участке. Безусловно, добровольцы те люди, которые не профессионалы, но между тем, доброй волей в составе профессионалов занимаются тушением наших лесных пожаров. Далее к эпидобстановке. Еще 129 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки. Из них в Якутске 69 человек. Об этом сообщила замруководителя оперштаба Ольга Балабкина. В Мирнинском районе 9 случаев заболевания, в Нерюнгринском 7. В Алданском районе выявлено 6 заболевших, в Вилюйском и Сунтарском по 5, в Усть-Алданском 4 случая. Еще в 13 районах фиксируют от 1 до 3 заражений. План по вакцинации против коронавируса в Якутии выполнен на 66%. 60% от плана набрали 14 районов, а менее половины 3, в том числе Верхневилюйские и Татинские улусы. Также среди медиков начали ревакцинацию от коронавируса. В республике относительно тех групп, которые у нас провакцинировались в декабре и в январе, это в основном были медицинские работники, начался процесс ревакцинации спутником Лайт, и также спутник Лайт доступен в наших поликлиниках. Пока в небольших объемах, но через запись, о которой мы говорили всю прошлую неделю, сегодня является доступной вакциной. Необходимо обратить внимание на 3 района, которые не выполнили даже половину от плана. К таким районам относится у нас Верхневилюйский район и, соответственно, Татинский район. Еще раз обращаюсь внимание, особенно в Татинском районе. Сегодня нельзя в вашем районе ситуацию назвать благополучной. Большое количество людей заболевших. Потери в семьях, в том числе и связанные с беременными и с молодыми мамами. Поэтому спастись мы сегодня, и вы спастись друг друга можем лишь только, если вовремя проведем вакцинацию.
Между тем, ограничительные меры по ковид в республике будут усилены в связи с ростом количества заболевших. В частности, заведения общепита вернутся к прежнему режиму работы. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев. В ближайшее время рестораны и прочие заведения общественного питания вернутся в единый режим работы без послаблений и ковид-фри зон. Сегодня на территории Якутии циркулируют несколько штаммов вируса, в том числе бразильский и индийский. Последний стал причиной роста заболеваемости среди детей. Подготовка к новому отопительному сезону в Аймиконском районе идет в соответствии с планом. В котельных райцентра побывала Светлана Поцелуева. Подготовка объектов теплоснабжения Аймиконского филиала АО «Теплоэнергосервис» к предстоящему отопительному сезону ведется согласно графика, как по инвестиционной, так и по ремонтной программе. В этом году значительный упор сделан на реконструкцию котельных. Замена второго котла. Уже практически завершаются работы. По версии нагрева все смонтированы. Конвективный блок на стадии завершения. Ну и помимо всего прочего, все вспомогательное оборудование, соответственно, тоже будет заменено. По остальным котлам в ходе ремонтной программы до конца августа будут заменяться конвективные блоки. Большой объем работ выполняется в сельском кусте. По Тирюте мы полностью поменяли котел еще в мае месяце. Значит, в Сарданохе идет ревизия оборудования, заменен дымосос. По Ючугею полностью будут заменены 2 котла до конца августа и замена циклона. Приобъектовые котельные берег Юрде, участок Аймикон, установлены новые котлы «Тундра». То есть мы котлы старые демонтировали, поменяли оборудование вместе с насосным оборудованием. Для проведения плановых работ по ремонту тепловых сетей еще зимником было завезено все необходимое. И сегодня эти работы выполнены уже более чем на 70%. Наиболее крупные работы на тепловых сетях у нас сосредоточены на коллекторе номер 1 и 2 ТЭСовской котельной. То есть мы меняем 530-е трубы, 426-е на новые. То есть работа трудоемкая, но на сегодняшний день практически полностью завершена. Не предвидится проблем в этом году и с завозом топлива. Как нам пояснил главный инженер теплоснабжающей организации, сельский куст обеспечен полностью до следующего года, то есть речь идет о всех селах без исключения. По Устнере завоз топлива у нас круглогодичный, поэтому мы имеем неснижаемый запас двухмесячный. Короткое северное лето скоро закончится, и результаты подготовки к отопительному сезону будет оценивать уже суровая аймиконская зима. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Аймиконский район. В августе впервые на всей территории России проведут сельскохозяйственную микроперепись. Это выборочный опрос населения, который необходим, чтобы отследить динамику развития сельхозпроизводства. В Амгинском районе подготовительные работы к сельскохозяйственной микропереписи начались еще с весны. В настоящее время в Улусе созданы 2 инструкторских участка в селе Амга и в селе Абага. В микропереписи заняты 16 переписчиков и 2 инструктора. Эта перепись проводится с целью актуализации данных сельского хозяйства, поскольку за 10 лет будет очень много изменений. После 2016 года проводится микроперепись сельского хозяйства. Поскольку это микроперепись, она будет проводиться не на полный объем, а будет охвачены 100% сельхозпредприятий, 100% крестьянских фермерских хозяйств и часть ЛПХ. ЛПХ – это лично подсобное хозяйство, то есть население. Производство и переработка мяса и меха оленя по европейским стандартам в арктической зоне Якутии позволит развивать экспорт из региона и выйти на международный рынок. Такое мнение высказал замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Михаил Погадаев. В Нижнеколымском районе планируют создать инфраструктуру для мобильного убоя оленей и рыболовства. Затем продукцию хотят переправлять через Северный морской путь для экспорта на внешние рынки. Погадаев отметил, что сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию проекта.
Якутский ботанический сад вот уже более полувека радует жителей и гостей столицы различными экскурсиями и прогулочными маршрутами. Они помогают отдохнуть от городской суеты. На территории в 15 гектаров расположились разные виды кустарников, трав, деревьев и цветов. А главная жемчужина летнего сезона – лилейный цветник, спрятанный от посторонних глаз. О том, как растут лилии в суровых северных условиях, расскажет Надежда Саханская. Более 50 видов лилий, и каждая из них умудряется выжить в суровых якутских условиях. Но секрета здесь нет. Все дело в том, что эти лилии – азиатские гибриды. Азиатские лилии – это группа, это гибриды, сорта групп лилий, которые произрастают в Азии. Да, это очень много видов, где-то около 10 видов, и в том числе наша лилия пенсильванская. И другие виды, которые произрастают на севере, да, та же тонколистная, та же тигровая, это морозоустойчивые. Они легли в основу азиатских лилий, дав свое вот этот самый такой вот признак, как морозоустойчивость. Богатство и красота этих цветов на территории Якутии также объясняется азиатскими сортами растений. Эти гибриды неприхотливы и разнообразны по окраске. Есть сорта, которые смотрят вниз. Смотрите, вот пчелмовидные алые паруса. Да? Видите, есть вот вишенка, она вниз смотрит. Перед нами диковинная, изысканная оранжевая лилия. Такой сорт не встретишь в цветочном магазине. Он называется «Рысь», и увидеть его можно только в Якутском ботаническом саду. Садоводы-любители, которые и были основными гостями экскурсии, остаются в восторге и признаются, что им не помешала бы пара таких цветущих кустов на личных участках. С лилиями вообще у нас такая красота. Столько сортов, оказывается, мы вот узнали сегодня. И прямо так хорошо за ними ухаживают. Тут бы какие-то современные технологии бы вот вокруг что-то красивое сделать. Вообще цены бы не было. Многих дачников при выборе цветов для посадки останавливает резкий лилийный запах. Главная отличительная черта азиатских лилий – отсутствие какого-либо цветочного аромата. Потому что иностранные лилии, в основном это восточные лилии, да, орлеанские, они или же трубчатые, или еще трубчатые, да, они с сильным ароматом. Это уже другой отдел группы лилий по классификации. Азиатские лилии покорили не только вечную мерзлоту, но и сердца эстетов. Полюбоваться воочию на такое изящество можно до конца августа в Якутском ботаническом саду. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.